Почти 60 метров символа Великой Победы, Георгиевская лента, а также большие красочные баннеры. И не только. Все это говорит о том, что эта улица ведет к дому ветерана Великой Отечественной войны Магомеда Медарова. Настоящий патриотический проект призван рассказать подрастающему поколению о том, какой силой и ценой эти люди приближали нам великую победу. На этой улице символично все. И название, и героический житель, благодаря которому у нас май в календаре всегда победный. С самого утра здесь буквально кипит работа. Пока одна бригада обрезает деревья, другие вешают баннеры к важному для страны празднику. Улицу украшают сотрудники администрации Назрани по поручению мэра города в рамках патриотического проекта «Дорога к ветерану». Его реализуют практически во всех городах нашей большой многонациональной страны. В рамках проекта проводят масштабную адресную работу. На улице Победы ремонт уже проводили. Качественное покрытие здесь проложено. Рабочие полностью украсили улицу, поменяли освещение, установили новые, более яркие лампочки, развесили тематические флажки. В планах также провести небольшой косметический ремонт для безопасности водителей и пешеходов. Вот такое спасибо в Год защитника Отечества и к предстоящему 9 мая. Это не просто дорога, это символ нашей памяти, благодарности и уважения к тем, кто подарил нам мирное небо. Мы проделали большую работу. На фонарных столбах установили новые фонари, чтобы свет памяти о подвиге героев никогда не гас. Установили консоли. Как вы видите, ведется обрезка деревьев. Магомед Медаров не достиг совершеннолетия, когда его призвали в ряды Красной армии. В начале 1942 года был направлен в Белоруссию. В составе пехотного отделения 47-й стрелковой бригады принимал участие в героической обороне Москвы. Он был командиром многонационального партизанского отряда, насчитывавшего более 100 бойцов. За 2 года отряд пустил под откос более 15 железнодорожных эшелонов противника с боеприпасами, техникой, горючим и живой силой. Уничтожил почти 2000 немецких солдат и офицеров. Ветеран удостоен ордена Отечественной войны первой степени, медали за отвагу и других наград. Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов всегда старается посещать ветерана, лично поздравляет с праздником, ведь каждый из нас обязан мирному небу этим людям. Взять вот эту всю жизнь, да, ты больше всех заслуживаешь почет, уважение и все остальное. Поэтому в любом случае, что бы ни происходило в жизни, я тебе скажу, что у нас что-то получается. Нага, хамзе, Болгоби, Яродали, Вождали, потихоньку. Это, в общем, я скажу, что значит, краснеть за нас не будешь. Вот, поколение тоже старается что-то делать. Шуан халу хачай, эггар халу шуан хачай. Работы впереди еще много. После обрезки деревьев рабочие начнут очистку всей территории. А каждому жителю Назрани, да и всей республике, необходимо знать, что есть такая улица и есть такой дом, в котором живет единственный живой ветеран ингуш Магомед Медаров, который воевал не ради медалей, а от чистого сердца. Все потому, что Родина у нас одна – Россия. Лина Цичуева, Султан Могушков, Магаз 24.